Мы все слышим, что у нас Россия многонациональная страна, это действительно так. Но как часто вы задумываетесь, что именно это значит? Вот сколько, например, вы знаете, народов во всем мире? Как думаете? 400 тысяч. Мы не знаем точное количество. Точное количество мы не знаем, но примерно вот по оценкам вообще людям... Больше 5 тысяч. Больше скольки? Больше 5. Да, вообще хороший вариант. Примерно вот считается количество народов в мире от 6 тысяч до 7 тысяч. Вот. А какая страна с самым большим количеством народов? Кто-нибудь знает? Россия. Нет. Индия. Африка. Нет. Африка это не страна. Папуа-Новая Гвинея. В Японии всего один крупный народ. И там Папуа-Новая Гвинея. Америка. Папуа-Новая Гвинея, правильный ответ. Папуа-Новая Гвинея – это страна к северу от Австралии и к востоку от Индонезии. Индонезия, кстати, страна, которая вторая по количеству народов. То есть где-то и в Папуа-Новой Гвинее, в Индонезии около 1000-1500 различных народов, которые, они довольно малочисленные, то есть это буквально 1000 человек. И в целом вообще интересно задуматься об этническом разнообразии. Вот, потому что мало вообще кто вообще слышал про такую страну, там, Папуа-Новая Гвинея или Индонезия, и что вообще значит их разнообразие. И вообще, Что значит народ? народ в данном понятии именно это какая-то общность людей, которых объединяет историческая общность, то есть у них одна история, одно коллективное самосознание, что в современной вообще науке является очень ключевым в методологии определения народа. То есть не важно, какое там происхождение, не важно, в каком языке ты говоришь. Вот мы же говорим на русском языке, многие из нас, но это не делает нас русскими. Вот, потому что в понятие народа входит не только язык, а еще и историческая общность, а также, а главное, это самосознание. Вот как вы себя самоидентифицируете, тем народом вы являетесь. То есть, Сколько в Папуа-Новая Гвинея народов? там около 1000, там скорее это вот племена, которые даже не совсем сформировались в отдельную именно народность в нашем понимании, но у них есть свой язык, своя культура, свои обычаи, и они считают себя отдельными от других людей. То есть вот там люди из разных племен, там вот экваториальные леса, там очень сложно добраться с одного места до другого, и они не всегда могут друг друга понять. И это их делает отдельным народом. Ну да, это очень сложное различие, как же различать диалект и язык, и в чем вообще разница. Вот. Но сегодня поговорим вот именно о народах России. Вот про количество народов в мире уже сказали, от 6 до 7 тысяч. А вот мы часто слышим, что Россия это одна из самых многоэтничных стран. А сколько же народов в России? 200. Вот. Мнения сильно разделились, но вот если учитывать результаты переписей, которые, конечно же, недостоверные, и мы это много раз обсуждали в штабе татар, что непонятно откуда взяты данные, но это лучшее, что у нас есть, из чего мы можем делать выводы. Поэтому правительство российского правительства выделяет около 195 народов, то есть, ну, примерно в районе 200. Но, опять же, это число, оно вот кажется большим. А вот теперь вам вопрос такой, а сколько в России народов, численность которых больше, чем число участников чата татаро-башкирские студенты Москвы? Напомню еще раз, в чате татаро-башкирские студенты Москвы, где все из вас состоят, 1050 человек. 150? Вот. В России около 195 народов. И вот сколько народов из них, у которых численность больше, чем количество участников штаба студенческих? 150 где-то. Вот. 135. То есть представьте, вот из этого количества 60 народов это те, которые настолько малочисленные, что наш штаб татар Москвы, он и то больше. А если там сравнивать, не знаю, количество подписчиков YouTube штаба, так вообще. Вот. То есть, например, в России количество народов, которых больше 10 тысяч, всего 75. То есть, вот мы слышим, что Россия многоэтническая страна, но много из этих народов, они хоть и являются полноценными народами, они учатся в переписи, многие из них это просто приезжие из других стран, они в переписи считаются как отдельным народом. То есть их этногенез происходил не на территории России, они просто приехали там из других стран, и поэтому в переписи учитываются как отдельный народ. Многие из этих народов довольно там малочисленные, например, коренные народы Севера, коренные народы Кавказа, то есть там очень много этнического разнообразия. Вот. Но мне хочется именно поговорить о ключевых народах, о тех, у которых больше всего людей. Вот, например, сколько народов в России, которых больше миллиона? Кто может перечислить народы, которых больше миллиона? И скажу, правильно или нет? Вот насколько вы хорошо вообще представляете свою страну? Русские, татары, чеченцы, башкиры, украинцы, возможно. По переписи 2010 года правильно, по переписи 2021 года нет. Опять же, это вопрос методологии. Очень много людей в России с украинскими корнями, которые себя так идентифицируют. Но вот по переписи, если суммировать, что получилось, с чему, конечно, мало доверия, то украинцев меньше, чем миллион, их количество в 2 раза сократилось с 10 по 21 год в России. Вот. Но вот если верить переписи, то в России всего 6 народов, которых больше миллиона.
Вот. Ну, понятно, самый многочисленный это русский. Русские. Сколько вот процент русских по России? 80, 79. Да, вот 80. Но и это именно от всех, кто указал национальность. Вот. Но на втором месте, конечно, идут татары. Мордва Вот. еще их очень много. Нет, на втором месте идут татары. Мордва. Мордва на втором месте не идут. Нет? На втором месте пока только татары. Вот. Нас по прошлой песне 4 миллиона 700 тысяч. Просто попробуйте осознать это число, как-нибудь сравнить. Ну да, если работать, если будете работать, татар будет больше, но все в ваших руках. И на третьем месте, вот очень резко растущий народ по количеству, это чеченцы. Опять же, есть вопросы к тому, как именно подсчитывают численность в Республике Чечня. Но их 1 600 000. Вот. А кто идет вот на четвертом месте, попробуйте сыграть. То есть русские, татары, чеченцы, тоже четвертый. Башкиры? Да, башкиры. И хоть в Москве башкир довольно мало, вот в штаб, ну хотя в штаб многие приходят, вот, но все же башкиры там очень много живут. Не только в Башкортостане, еще в Челябинской области, в Оренбургской, там ближе к границе Казахстана. То есть башкир тоже очень много. Вот. И на шестом месте последний вот народ-миллионник. Ну, такой. А пятое какое? Пятое какое? Пятый еще народ тоже близко к Татарстану. Чуваши? Да, чуваши. Вот. И на шестом месте идут аварцы, основной народ Дагестана. В Дагестане 3 миллиона живет, и третий из них это аварцы. Тоже аварцев очень много этнического разнообразия, то есть там различные субэтносы. Вот. Еще интересно поговорить о субэтносах, потому что, опять же, тут различия, где проходит граница между народом и где между вот, различными субнародностями. Вот, например, какие субэтности русских вы знаете? Поморы. Казаки. Поморы и казаки. Вот у русских выделяется 2 субэтноса официально. Вот. Но в то же время у татар, несмотря на то, что народ очень намного меньше по численности, у нас намного больше субэтносов, то есть вот выделение различных этнических групп. Какие вот субэтносы татар? Мишари, гайбаки, сикяри. Ну да, вот есть вот крупные субэтносы, а есть и какие-то малочисленные группы, прямо на уровне отдельных районов и сел. Вот. Но если говорить про крупные, это, конечно же, казанские татары, которые занимают большинство и в основном проживают в Татарстане, в Башкортостане и в соседних регионах. Вот. А мишари, это вот, я, например, отношусь к мишарам, это Нижегородская область, Мордовия, Пензенская область, Саратовская, Самарская. Есть также татарстанские мишари. И, кстати, довольно большое различие, потому что вот мой диалект, на котором говорю я, мои родители, там, и все мои родственники, он довольно сильно отличается от того, на чем говорят именно татарстанские мишари. Несмотря на то, что произношение многих слов там одинаковое, например, чай, чарье, чечек, то есть чокающий диалект. Вот. У мишар татарстанских в лексиконе очень много литературных слов, которые, вот, у мишар, которые были изолированы от татарского мира долгое время. Например, в Мордовии. То есть все окружение татар в Мордовии это были там русские, мордва. Вот, и язык сильно преобразился, поэтому вот именно особенность мишарского диалекта, именно западный, который не татарстанский, она именно в том, в огромном количестве русизмов, то есть слов, взятых из русского языка и адаптированных под татарскую лексику и под татарскую грамматику, то есть они там склоняются. Например, там стяна, путалак, это слова, которые знакомы довольно многим мишарям из Мордовии и Пензенской области. Вот, Нижегородская область — цокающий диалект. Вот. Но интересно также, что вообще у многих народов России вот есть различные субэтносы, опять же, различия в основном по диалекту, но также и по культуре. Вот, например, мишари, мы отличаемся от многих казахских татар не только по диалекту, но вот еще, например, по кухне. Например, то, как готовит, что готовит моя мама, есть различные блюда, которые в Татарстане многие даже не слышали. То есть, например, липай — это ватрушка, но вместо начинки там картошка. Вот. В Татарстане аналог это кыстыбый, да, вот кыстыбый. Из головы вылетело. Вот. А у нас липай. И также различный, например, суп. Там салма, все знают это из мишарей, то есть Нижегородской, с Мордовии. Что такое салма? Что? Чак-чак это не суп. Ну, чак-чак, да. Вот у нас, например, чак-чак не готовят, именно в нашем селе. Вообще исторической нет. Есть ивача, вот, по-русски называется хворост, вот ивача, выглядит как хворост, именно как блюдо. Вот. И там различные блюда в плане там, салма, чумара.
и так далее. В общем, вот, и субэтнос отличается не только по диалекту, но вот еще по культурам, по обычаям. Например, насколько я знаю, в моем селе даже традиционно Сабантуй не празднуют, как были какие-то другие праздники. То есть вот Сабантуй начали праздновать в 90-х нулевых уже под влиянием там, Татарстана для сохранения татарской идентичности. То есть, если раньше люди просто жили своей жизнью, то есть не думали о сохранении субэтничности и идентичности, то сейчас, чтобы спасти, в принципе, татар вот, среди мишар, именно делается упор на общую татарскую идентичность, а не просто там на какие-то мишарские обычаи. Было бы интересно просто вопросы, не знаю, об этносах, о народах России. Вот, я просто изучаю географию, мне очень нравится география людей, этнография, вот именно этническая. Поэтому если вот есть любые там вопросы по народам, было бы интересно услышать. Ну, я могу спросить про отличие национального характера мишарей и казанских. Вот, еще тут вопрос про отличие национального характера у мишарей и казанских татар. Но мне кажется, тоже в этом есть некоторые отличия. Например, у многих мишарей историческая специальность, она все же на торговле. Вот многие, у кого родственники там с Нижегородской области, с Мордовии, но это все мои предки, они были торговцами. Там поколение моих родителей, поколение няняи, там, Аби, Бабая тоже. Они вот все ездили на железной дороге, а раньше там на лошадях, видимо, и торговали, в принципе, по всему Поволжью, по многой части европейской России. Там ездили чуть ли там не от Астрахани до Москвы, и вот постоянно вот ездили в Москву. То есть торговая специализация, она вот как шла испокон веков, там, с 17-18 века, так вот до сегодняшнего времени в каком-то степени сохранилась. А это же, конечно, влияет на характер. Конечно же, не совсем правильно это объединять полную группу по какому-то черте, потому что все люди разные, индивидуальные. Но если в целом выделять, то мишарей обычно выделяют как более таких активных, бойких, социальных, которые вот... Если вот Татарстан такая интеллектуальная, так сказать, вот, где многие вот татары поколениями там жили в городах, и вот у них интеллектуальная традиция, многие предки современных татарстанских татар умели писать там на арабской вязи, татарским языком по арабской вязи. Многие знали турецкий, арабский языки, вот. И в целом были очень грамотными, образованными. То вот у мишарей скорее специализация была на торговле, на такой активной профессии, чтобы там купить, продать, перепродать там. И многие вот еще народы Поволжья, мордва, чуваши, удмурты, марийцы, вот были связаны именно торговым мишарей, и вот казанских татар тоже нет. То есть да, вот некоторые отличия национального характера есть, но все же неправильно будет объединять всех в какую-то одну группу. Но еще интересно, кстати, про народы Поволжья, кстати, там довольно легко запомнить, кто к кому относится. Есть вот основные несколько групп в России народов, славяне, это русские, украинцы, белорусы, финно-угры, к ним вот относятся марийцы, мордва и удмурты, вот три основных народа Поволжья. И вот в этих народах тоже выделяется очень много различных субэтносов. Например, мордва, это вообще многие не считают его единым народом, потому что его основное деление на Мокшу и Эрзы. Это не просто деление на субэтносы, а до такой степени, что у Макшан и Эрзян довольно разные языки, у них разные традиции. И в целом не совсем понятно, стоит ли их объединять в один народ или нет. То есть некоторые считают, что да, некоторые, что нет. И в целом, вот, по религии тоже вот различия. У многих финно-угорских народов сохранилось вот в обычае до довольно недавнего времени, до 19-20 века, некоторые аспекты именно язычества. То есть, несмотря на то, что прошло очень много веков с момента крещения, некоторые вот аспекты из язычества, например, обряды похорон, свадеб, каких-то праздников, они вот, как я слышал, там от некоторых сохраняются чуть ли не по сей день, то есть стараются вот сохранять культурных уровней. Вот. И три тюркских народа, это вот татары, башкиры, чуваши. Но вот у чувашей сильно различается язык, он относится к булгарской группе языков, вот, в то время как татары относятся к кыпчакской группе. И самые родственные народы татарам это, конечно же, татары, башкиры, нагайцы и кумыки. Вот, и только потом уже идут казахи, кыргызы. Да, карачаевцы и балкарцы, да. И вот карачаево-балкарский. Вот это все вот относится к кыпчакам, довольно такая крупная группа народов. Вот. Остальные тюрки делятся на агузов и есть еще вот агузы это турки, туркмены и азербайджанцы. Вот у них... Нет, гагаузы это тюркский народ, агузскую группу, который находится в Молдове и исповедует православие. Вот. Да, вот. Еще есть тюрки, которые православные, это чуваши. Но у них другой. А агузы это именно лингвистическая группа. То есть вот как, например, в славянских языках есть деление на восточных славян, на западных славян, на южных славян, это разные группы языков. Так в тюрках есть деление на кыпчаков и агузов основное.
половцы, печенеги, это все тоже тюркские народы. Просто в процессе этногенеза происходили различные трансформации, менялось название, менялась идентичность. Вообще довольно сложно проследить, как именно народ формировался, как он образовался, как одни народы сформировали другой, или один расщеплялся на другие. Вот. Но у татар, в принципе, названий татары с нами очень много на протяжении многих веков. Вот, там, мое село называется Татарский мыс уже чуть ли там не 400-500 лет. Вот. И, ну да, до этого назывались, конечно, болгары идентичность была. Опять же, как я говорил, этногенез не только формируется языком, а также идентичностью. Если человек там считает, что есть крупная группа башкиров, если он считает себя башкиром, также они и генетически, и, например, даже по фенотипу сильно многие отличаются. Вот достаточно просто посмотреть на тех, кто приходит в штаб, чтобы понять, насколько же многообразен татарский народ, насколько очень много различных лиц, много фенотипов. Там есть кто-то с светлыми волосами, светлыми глазами, есть, наоборот, темные. Вообще, татары как-то сложно объединить в одну категорию. Да, есть вот и более европеоидные, есть смешанные, есть более монголоидные. Но у башкир, если там смотреть, они вот почти все, там абсолютное большинство с монголоидными чертами. И вот немного еще, и у них культурные очень много отличий, например, там родовые древа. Вот. Но я думаю, башкиры лучше расскажут про свой народ, все же в том штаб они иногда приходят. Sine kursam ister sevmek dilinde şapkası yükelde sinin belen yürek düğreme la ekin diken la diken sine kursam ister dilinde sevmek dilinde şapkası yükelde sinin belen yürek düğreme la ekin diken kuzgun diken çıkan diken şalay değil gelen Sinin yandağına, diksin barkağına, sinin bene, yam tügere. Elektin diken, elektin diken, sine kürsem, küster tügene. Elsene elinde, şamgası yükildi, sinin benen yürek tügene. Elektin diken, elektin diken, sine kürsem, küster tügene. Elsene elinde, şamgası yükildi, sinin benen yürek tügene. Sürün şişken nazlı sözlerinden, yollu yüzlerinden tümerine takıt gülüşkenin Elekin diken, sine kürsem kuşlara tülgene Sevmek iminde şamgası yükildi, sinin belen yürek türüme Elekin diken, sine kürsem kuşlara tülgene Sevmek iminde şamgası yükildi, sinin belen yürek türüme Sinin belen yürek türüme Sinin belen yürek türüme Müziklerden
Yalnızım ister yanımdasın Geceler ışık Ömrüm şu ay uzarmadı Sine gerektir Yalnızım ister yanımdasın Geceler ışık İsterleri varsa da var Yine şeyleri Yalnız kullarımın Ömrüm şu ay uzarmadı Sine gerektir Yalnızım ister yanımdasın Başılar ışık Ömrüm şu ay uzarmadı Sine gerektir Yalnızım ister yanımdasın Başılar ışık İster yanımdasın Başılar ışık Sine gerektir Yazmışlar tatlılar kuşlar derigen Yarı oyada turmuş kırganda Satır paladılar lige kirek Matur günler tuğup kırganda Aralarını sıvıtmasın Eğirsizlik salıtını Doğru sözden sürülmesin Yüreklerinin yoluna Aralarını sıvıtmasın Eğirsizlik salıtını Doğru sözden sürülmesin Yüreklerinin yoluna Antalaş bilen yaşaganda Anlaşmaslık sözler var meli Şalı sözler bilen sabrılıktan Küngillerden kuruttan meli Aralarını soğutmasın Eğirsizlik salıtını O sözden sürülmesin Yüreklerinin yoluna Birbirine anlap hürmet gider Yaşavlarga girilip nişiter Her çakkısa süne kungil suğla Renşetüden yüreklerini ser Aralarını sıvıtmasın Eğirsizlik solukuna Ağır sözden sürülmesin Yüreklerinin yoluna Aralarını sıvıtmasın Eğirsizlik solukuna